Друзья, мы снова на телеканале Якутия-24, и снова у нас в качестве нашего сегодня мастера Алиандра Татонова. В одном из прошлых выпусков вы можете увидеть, как Алиандра сотворила корсет, очень красивый, универсальный, да, с национальным колоритом. Ага, а сегодня мы будем делать сумочку с фермуаром. Вот. И, тоже будет. Да, что у нас, в принципе, та же система, да? Ага. Тоже вот ткань обрабатываем флизелином. И у нас здесь будет вышивка машинная. Вот сейчас будем показывать, да? Для того, чтобы вышивка у нас очень хорошо легла, мы клеим стабилизатор. Это как бы бумажный тоже флизелин, да, тоже на клеевой основе, и мы его тоже клеим, да, с помощью пресса. Очень важно приклеивать стабилизатор или вот термопрессом, или же утюгом без пара. Когда делаешь с паром, он наоборот отталкивает, он не приклеивается. Тут нужен просто жар. Там пар не нужен, да? Тепло, да? Там нужно только тепло. Ну, тоже получается из остатков ткани, да? Это у нас искусственный велюр. И отрезаем примерно столько, ну, сколько нам нужно, да? Это у нас лекало, да, для машинной вышивки. Мы его очень хорошо, вот эту ткань распределяем, чтобы не было затяжек, присадок, да? Ровно, да? Да, чтобы оно было прям ровно. Затягиваем. После того, как чуть-чуть затянули, выравниваем, чтобы ткань у нас не... И затягиваем до конца. Сейчас переходим к нашей машинке. Ждем, когда она загрузится. Вставляем. Выбираем дизайн, какой мы хотим, да? Вот, например, мы будем выбирать вот такой вот узор в якутском стиле, да? Так как сумочка у нас, ну, как бы побольше, мы здесь поменяем немножко настройки. Размер, да? Да, размер. Сделаем чуть побольше. Какая классная, удобная штука. Да. Тоже современная. Тут специальная программа есть. Через эту программу все, что угодно можно оцифровать, чтобы эта машинка читала. И через флеш-карту загружаем на его... на швейную машинку, да. Есть, на нем тоже есть встроенные дизайны тоже есть, как бы, но в основном я пользуюсь как бы уже своими. Ну, если у кого-то нет такой машинки, возможности, да, можно что-то вышить руками, да, наверное? Да, можно вышить руками, бисером. Бисер тоже очень хорошо, красиво смотрится. Что-то приклеить. Да. Вот она идет и показывает тут количество стежков, сколько он стежков сделал, и сколько минут он будет еще работать. Вообще очень хорошая штука. Ну и вот. Что у нас вот волшебством, да, практически в итоге что получилось? Какая красота. А какое сочетание вот цветов, да? Зеленый с золотом, да? Очень. Ну, тут можно тоже добавить бисером. Да, ну все что угодно, опять-таки, перед тем, как вырезать, мы вот лекало, да? Лекало тоже сама делала. Вот примеряем, и ну, столько у нас примерно места же остается, да? И вот на это место уже можем там что угодно бисером. Это перед тем, как вырезать делать. Удобно. Ну, просто рекомендую, да? Так удобно. Так, переворачиваем. Так, серединку и рисуем. Так, мел цветной, потому что у нас флизелин белый, чтобы его можно было видеть, да? Тут уже можно, когда будем вырезать, можно оставлять поменьше на припуске, потому что
все равно там будет срезаться. И вместе с ней вот под нею подкладочную ткань, чтобы за один раз сделать всю работу сделать за один раз. И вот так. И все, и вырезаем. Для особо ленивых, да? Да, для особо ленивых. Таких, как я. Лайфхак. Опять-таки. Когда начинаешь шить, главное не бояться. Нужно быть смелой. История того, как я начала шить, она идет корнями как бы в мое детство. У меня, получается, мама шила всегда. И она обшивала нас. Ну, как бы мы росли в 90-е, да? Понятное же дело. Она очень много вязала и шила. А ее в свое время научила ее мать. Я ее никогда не видела, она моя бабушка, да, но я ее никогда не видела. И она была прям очень хорошей портнихой. Ей заказывали там высокопоставленные, жены высокопоставленных чиновников, ну, в то время, Ну, да. такая востребованная, да, элита, наверное, Да, да? они жили в Нюрнбергском районе. А мой дед работал прорабом, тоже в Нюрнбергском районе. И как они сейчас, родители, ну, мама моя вспоминает, да, мне кажется, что они строили накын. Говорит, что папа строил какой-то секретный объект, к ним приезжали геологи, за ним прилетали на вертолете, Ух ну вот ты. за моим дедушкой, да, и они на все лето куда-то уезжали. И вот их папа приезжал домой и говорил, что они строят город будущего. Этот секретный объект. Там будет все, и он им так увлеченно рассказывал. И вот эти вот геологи и инженеры, которые приезжали из Москвы, там, наверное, откуда-то. Да. И вот они привозили моей бабушке отрезы тканей разных, там, японский шелк, там, велюрно-шелковой основе. Дорогие материалы, которые дорогие, недоступны еще были, да? Почему я знаю об этом? Потому что вот этот вот японский шелк в велюрно-шелковом подкладе, он был у моей мамы до моего взросления. То есть я когда вот повзрослела, да, в 90-х годах, и наступил вот прям такой очень тяжелые времена, когда наступили, мама мне шила из этих отрезов, которые она берегла. Хранила. Наверное, берегла как зеницу ока, как память о своей маме, да. И вот она начала из них мне шить вещи. Вот. И при этом она рассказывала, откуда у них эти ткани, почему они тут. Как достались, да? И вот, как я же говорю, что у меня дедушка был прорабом, он очень хорошо строил, там главным прорабом района был. Теперь у меня строит мой родной брат. А я вот занимаюсь шитьем, да, и мой дядя, мамин брат, говорит: все таланты наших родителей отсыпаны твоим детям. Видите, как интересно, да? Моих детей, говорит, обидел Бог, им ничего не дал, а вот Зато твоим, внукам? да, твоим детям все дал, говорит. Дочка шьет, сын строит, вот, и вот так вот. И мама очень радуется, что я вот занимаюсь этим ремеслом, да, и вот говорит, что ты вот пошла по стопам бабушки, хотя я ее никогда не видела, то есть она умерла до моего рождения. И вот так вот, поэтому я тоже как бы как... У вас получается как поколение, Да, да? как этот... Так интересно. Ну, как судьбы повторяются, да, иногда? Да, по-якутски, как называется, уджор утума, да, как вот бабушка шила, теперь я шью, да, и вот поэтому я очень трепетно отношусь к своему ремеслу из-за того, что вот моя бабушка шила. Такой дар, да, Да. можно сказать. Как интересно, да, у людей. Теперь мы щас- будем соединять вот эти, да, и потом будем уже к фермуару. Идем шить, да? Потом я еще научила свою сестренку шить, и она мне помогает. То есть я ее привлекаю к работе. К работе. Да. Она сейчас как раз вот сидит по уходу за ребенком. Я говорю, дополнительный доход же нужен. Да. Да. И вот она там такие
какие-то простые вещи делает. Теперь вот эти вот уголки формируем форму сумки. Можно там маленькую, можно большую, ну, угол побольше. Если, например, угол больше делаем, то получается и объем сумки получается большой, да? Если угол делаем меньше, то и объем сумки становится меньше. Вот основа готова. Теперь таким же образом шьем подклад. Ага. Я постаралась там придать форму нынче модного сейчас батона. Форма батон же сейчас модная в сумке. Вот, такую маленькую продолговатую форму постаралась придать. Теперь вот так вот лицом к лицу друг к другу прикладываем и зашиваем вот эти углы, чтобы там тоже было. Да? Совсем немножко прям прокладываем. И вот так вот выворачиваем. И все, у нас основа сумки готова. Вот эту штуку мы сейчас пойдем к фермуару будем приклеивать. Все. Так. И самое странное, что я вот уже больше 10 лет, да, шью там наряды на СХИ. Стольким женщинам, получается, я шила холодаи, а у меня до сих пор нет. Нету, да? Нет. Каждый год говорю, в этом году сошью, в этом году сошью. И вообще никогда не хватает времени. Потому что бывают такие девушки, которые прям звонят за 2 дня до СХа. Срочно. Да, ну это мои постоянные клиенты. Я знаю, и я уже потом привыкла и резервирую им прям вот эти дни, уже не беру. Звонят и говорят, что будем шить в этом году? Уже наготове, да? Да. Ждете. Мы такую гармошку делаем, да? Или Чуть-чуть что? немножко. Типа гармошки, да? Собираем. Ну, вот это, чтобы объем был. Ага. Прокладываем строчку и вот так вот делаем. Все. Ага. Ну и все. И сейчас. Пока у нас греется утюг, мы будем делать ручку, да? И все. Теперь вот сюда вот в дырочку, да? Заливаем Клей, клей, да? Ага. Клей желательно, чтобы он был такой кристалл в момент, да? Ну он этот по опыту прям это самый хороший. Мы приготовим сейчас внутреннюю сторону, да? У нас будет такая красивая тесьма. То есть она будет, когда мы этот фермуар откроем, она будет изнутри. Так, и уже раскрываем с помощью вот этой отвертки, начинаем вот с этого угла. Вот, да? И вот так вот. Можно этими тонкими такими щипцами, да? Тут тоже подручными средствами. Нет каких-то специальных тут инструментов. Чем тоже, удобно, да? Чем вам удобно. И изнутри, чтобы снаружи вот такие вот штучки не вылезли. Да? Чтобы они были с внутренней стороны. Поэтому мы берем вот эту вот тесьму. Потом мы сейчас будем его закрывать. Вот эту. Берем. Сразу же, да? Сразу же. Тоже там у нас запас клея есть. Видите? И вот так вот тоже. Просто
засовываем. Тут тоже как удобно. Она вот у нас закрывает эти неровности, шероховатости, которые там вышли. Теперь также таким же Также образом, со второй стороной, да? заталкиваем вторую сторону. Начинаем с одного угла. Ну, если подклад тут подобрать не такой, который прям рассыпается, да, а поплотнее, что он так... То, в принципе, можно да, оставить без тесьмы. Да, в принципе, можно оставить без тесьмы, без дополнительных каких-то этих. Покупаешь машинки, в комплекте идут такие вот отвертки. Да? Ага. Ну, их у меня много, как бы, и я решила пожертвовать одной штукой. Ну, ей действительно удобно с клеем что-то, какие-то эти манипуляции проводить. В труднодоступные места клей заталкивать, да, например. Ну и вот Все, такая красота получилась. вышла у нас. И все, вот такая сумочка у нас получилась. Да. Можно носить вот так, можно носить через плечо, так. Можно сделать из любого материала, да, из кожзама, из натуральной кожи. И я вот форму специально удлинила и укоротила. Так. Да, мне кажется, вообще, ну, если вникнуться, да, то, в принципе, это же даже не так сложно, да, по это идее? как бы несложно, быстро и можно там на подарок. Даже сейчас уже эти начнутся выставки, ярмарки на СЭХ. И можно там научиться и как бы подзаработать, да? Да. Вот внутри Да, какая красота. красота. Не? Я люблю вот такие подклады, уже говорила, да, чтобы они были именно контрастные, красивые всякие. И вот белый с зеленым очень красиво смотрится, да? Ну что, вот буквально за считанные минуты, да, ну, конечно, руками мастера, да, который руку в этом деле набил, конечно, очень быстро. Но я думаю, и нашим телезрительницам не составит такого, да, большого труда создать своими руками что-то подобное. Ну и тем более, как мы сказали, скоро праздник, главный национальный наш, да, почему бы и не сотворить руками для себя, для членов своих семей, для мам, для бабушек такую красоту. Алеандра, что-нибудь хотели бы, может быть, пожелать нашим телезрителям? Поздравляю вас с наконец-то закончившейся зимой, да, с началом нашей якутской весны. И желаю вам всем крепкого здоровья, чтобы в семье у вас царил мир, лад и всего хорошего. Очень было приятно с вами познакомиться, правда, пообщаться с вами, узнать что-то новое. Я думаю, что мы с вами еще увидимся обязательно на каких-то других мастер-классах, ну и вообще на съемках. Я думаю, будет интересно узнать вас в какой-то еще другой сфере. Да, с другой стороны. Поэтому до новых встреч. Вам огромное еще раз спасибо. Вам вдохновения всегда. Много клиентов благодарных. Ну и творите, вдохновляйте других. Большое спасибо. Ну а я с вами, дорогие телезрители, прощаюсь. Увидимся на телеканале Якутия 24. Оставайтесь с нами.